эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. В Якутске состоялась акция «Тотальный диктант». Более 280 человек приняло участие в очном формате. Ледоуборку проводят на обогатительной фабрике «Ирелях». Там готовятся к очередному сезону. Синоптики прогнозируют снег в 9 районах республики 11 апреля. Якутяне сегодня приняли участие в акции «Тотальный диктант». Более подробно о мероприятии в материале Дмитрия Тымырова. Якутск 8-й год подряд принимает участие в этой акции, но в этом году он гордо носит звание столицы тотального диктанта. Это стало возможным благодаря онлайн-голосованию, которое прошло в конце прошлого года на официальной странице мероприятия. И вот сегодня на 152 площадках региона якутяне смогли принять участие в этой акции, из которых 24 находились в столице региона. Сегодня традиционно Национальная библиотека Республики Саха-Якутия приняла участие во Всемирной просветительской акции «Тотальный диктант». Мы участвуем в этой акции с 2013 года, начинали совместно с Северо-Восточным федеральным университетом. И традиционно, конечно, на наших площадках пишут очень много людей диктант, это более 300 человек каждый год. В этом году диктатором, как и положено столице тотального диктанта, стал сам автор текста, писатель Дмитрий Глуховский. Когда мне предложили написать текст тотального диктанта, поставил перед собой задачу создать такой текст, который всех очень разных участников этого проекта не разъединял бы, а объединял. И вне зависимости от их места проживания, основного языка, политических взглядов, чтобы они могли, написав этот текст, почувствовать свою общность. Тема текста диктанта этого года, по словам самого автора, это тема межпоколенческого наследия, самореализации и отношения взрослых с молодежью. Так в фильме рассказывается история маленькой девочки Тани, которая впервые в жизни идет на море с отцом, где она для себя узнает о том, что вся жизнь когда-то заканчивается смертью. И вот после просмотра короткометражного фильма продолжение истории маленькой Тани участники акции узнают, написав текст диктанта. В этом году желающих написать диктант стало в разы больше. Почти каждый второй – это новый участник. У всех разные причины, почему они решили стать участником акции. Я пришла в первый раз. Решила попробовать. Со времени окончания школы очень много прошло времени. Решила проверить свои знания, насколько оно сохранилось. Мы пришли всем 9 Б-классом сюда. Половина класса пришло, чтобы тотальный диктант подписать. А как часто принимаете в подобных мероприятиях? Про других не знаю, но я сам очень редко так хожу. В прошлом году принимали участие? Нет. Меня пригласила моя учительница по русскому языку. Мы тут с классом пришли. Как часто принимаете участие в тотальном диктанте? Первый раз. Почему решили принять участие в этом году? Потому что, наверное, во-первых, автор сам читает текст, поэтому. И мне очень нравится этот писатель. Пока точные цифры, сколько человек приняло участие во всероссийской акции в республике, нет. Это будет известно позже. Ну а мы точно знаем, что Дальний Восток традиционно дает старт акции и передает ее Сибирскому федеральному округу. Дмитрий Тымыров, Григорий Николаев, Якутск. Гидрологические модели, способные прогнозировать вероятность наводнений, предложили использовать для защиты от половодья арктических поселений Якутии. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник Института мерзлотоведения Сибирского отделения Российской академии наук Никита Тананаев. Гидрологические модели – это сложные системы уравнений, которые позволяют рассчитать поведение рек на основании метеорологической информации. Примерно так же, только еще сложнее устроены модели прогноза погоды на несколько дней вперед. В этом и состоит основная сложность использования гидрологических моделей для предсказания наводнений. Не каждая из них способна использовать для своей работы обычный прогноз погоды. Кроме того, они всегда создаются и адаптируются под конкретный речной бассейн, что также усложняет задачу, объяснил гидролог. 11 тысяч кубометров льда предстоит убрать сотрудникам прииска «Ирелях», чтобы просто приступить к работе. Плавучие алмазодобывающие фабрики «Драги» готовятся к очередному сезону. На днях наши коллеги побывали на «Драге» номер 202 и понаблюдали за ледоуборкой.
Подобно огромному дуршлагу, ковш экскаватора поднимает кусок льда в воздух и перетаскивает к берегу реки. Складируют там глыбу за глыбой, а их здесь столько, что поместилось бы больше 10 плавательных бассейнов. Толщина льда вокруг драк размером больше, чем взрослый человек. И, естественно, это не позволяет драгам маневрировать. Если этот лед не убирать, то промывочный сезон начнется только в июне. На ледоуборке бригада из 8 рабочих. Они делают разметку на льду, пилят его на блоки с помощью баровой машины, перемещают глыбы к экскаватору. Дальше дело за техникой. После освобождения площади ото льда уже драга спокойно уже маневрирует по забою, работает, ходит по забою и уже без простоев оборудования может уже вести обогатительный сезон. Любопытный факт. Первую льдину, которую рабочие достали из реки, всегда откладывают в сторону. Ставят флаг предприятия. Это давняя традиция обогатителей. Обычай существует десятки лет. Нынешние сотрудники предполагают, что с начала запуска драг в 60-х годах. Символизирует то, что драги скоро запустятся, что начнется новый промывочный сезон, что люди будут работать, что будут даны новые алмазы Родины. 10 апреля драги начнут промывать песок. До сентября плавучим фабрикам предстоит обработать более 1300 кубометров горной массы. Анна Винокурова, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». 28 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Якутии за минувшие сутки. В Якутске 15 заболевших, в Мирнинском и Нерюнгринском районах по 2 случая, а в Алданском, Амгинском, Ленском, Аймиконском, Среднеколымском, Татинском, Тампонском, Усть-Алданском и Чурапчинском районах по 1 инфицированному. За сутки лабораториями республики проведено 1497 исследований. Всего в республику поступило 110 812 доз вакцин против коронавирусной инфекции. Первую вакцинацию получили 70 946 человек, вторую – 53 532 человека. Из числа вакцинированных старше 60 лет получили первую вакцинацию 16 654 человека, вторую – 12 078. От поступившей в республику вакцины использовано 64,6%. В России принят закон, направленный на упрощение порядка получения налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц. Так, процедуры получения имущественных и инвестиционных вычетов будут проще. Граждане, у которых есть личный кабинет налогоплательщика, больше не будут заполнять налоговую декларацию и предоставлять в налоговый орган подтверждающие документы. Контакты с налоговой службой будут осуществляться через личный кабинет, а налоговики с помощью автоматизированной информационной системы будут сами проверять право налогоплательщика на налоговый вычет. Закон вступит в силу 1 января 2022 года. Благодаря программе «Демография» в Алекминске в конце этого года откроется новый каменный детский сад на 240 мест. Сейчас на объекте идут строительные работы. Подробнее о новом социальном объекте в сюжете наших коллег. В новом микрорайоне города Алекминска ЗСМ идут работы на строительном объекте. В конце года здесь откроется детский садик на 240 мест. Обряд Алгыс традиционно провели для освящения мест строительства. Детский сад на 240 мест, строительство которого стало возможным благодаря участию в национальной программе «Демография». И сегодня провели обряд для того, чтобы наши предки, духи помогли нам, строителям, провести своевременно, в сроки, качественно свою работу. По плану данный объект должен быть введен в конце текущего года, и осенью текущего года планируется торжественно произвести открытие, и будем надеяться, ребятишки придут в новое, красивое, теплое и уютное здание. Садик будет просторным и светлым. Проект предусматривает трехэтажное здание, где с комфортом смогут разместиться ребятишки. Спроектирован ООО «Восток» предприятием, получена экспертиза, и, соответственно, она запроектирована по всем, как говорится, канонам, отвечающим всем требованиям Санпин и Роспотребнадзора,
Будет 12 групп, будет 12 выгульных площадок. Территория этого сада занимает более гектара, так что это очень такой внушительный объект для Алёкинского района. Потребность в новом здании именно детского сада назрела давно. Маленьких алькминчан все больше. Новое здание точно не будет пустовать. На сегодняшний день у нас потребность более 200 детей дошкольной образовательной организации. Поэтому со строительством вот этого нового объекта на 240 мест мы полностью решим вопрос о потребностей дошкольной образовательной организации нашего города. Елена Фаст, Максим Копылов, Алёкминск. Республиканский конкурс «Учитель года-2021» завершился в Якутске. В течение 3 дней 27 победителей муниципальных конкурсов боролись за звание лучшего в регионе. Участники выступали с номерами-визитками, где представляли личные и профессиональные качества. Проводили классные часы, уроки по предметам, представили методические практики организации учебного процесса. Состав жюри, куда были включены и ученики, выбрали учителем года Анну Конову, учителя иностранных языков 23-й школы города Якутска. Она в последующем представит республику уже на всероссийском этапе конкурса. Конкурс был очень насыщенный, потому что в этом году он проводился в условиях еще не снятия ограничений по пандемии. Поэтому часть этапов они проводились в дистанционном формате. И это вызвало у нас некоторые, скажем так, затруднения, скорее технического такого порядка. Да? То есть интернет бывало подводил, и это был настоящий адреналин. Но в целом конкурс прошел интересно, насыщенно. Это была интересная борьба. Мы приобрели новый опыт, который в будущем, думаю, повлияет на нашу профессиональную деятельность. Более 100 школьников трудоустроят летом в этом году в Якутске. С 1 июня начнется прием на работу детей от 14 до 18 лет. Будут трудоустроены дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, находящиеся на опеке из многодетных семей. Социальные статусы детей должны быть подтверждены документами. Согласно закону, подростки, проработавшие 1 месяц, имеют право уйти в отпуск на 31 рабочий день и получить выплату отпускных. Отмечу, что также школьники могут трудоустроиться по линии Центра занятости населения Якутска. 2 якутян стали чемпионами России по кикбоксингу. Так, Петр Васильев победил соперника из Тывы и стал чемпионом в весе до 51 килограмма. А Тимофей Сивцев провел бой со спортсменом из Чечни и одержал победу в категории до 57 килограммов. Чемпионаты первенства России по кикбоксингу проходят в Якутске. Снегопад прогнозируют в 9 районах Якутии завтра, 11 апреля. В Алданском, Хангаласском, Мегино-Кангаласском, Чурапчинском, Татинском, Тампонском, Амгинском, Усть-Алданском и Усть-Майском районах ожидается снег, местами сильный, говорится в сообщении. Также в Якутске ожидается снег, северо-западный ветер с порывами до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха в столице республики составит ночью -6, -8 градусов, днем -4, -6. На этом наш выпуск новостей подошел к концу. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.